Для работы Деда Мороза и Снегурочки выделили целый кабинет, украшенный разноцветными шарами и снежинками. А у входа в резиденцию стоит почтовый ящик, который уже полон писем. Как только Юнусбек Евкуров прибыл в резиденцию, его обступили дети, которые принесли свои письма Деду Морозу. А сейчас они пришли, подарки кто-нибудь даст? Ну, они сейчас пришли с письмами к Деду Морозу. Прием у нас был. Ну, давайте посмотрим, пойдемте. Глава республики решил помочь сказочному герою почитать письма малышей. Первым Евкуров открыл красочно оформленное письмо. Правда, в нем содержались совсем не детские просьбы. Я прошу исполнить мое желание. Мы живем в вагончике из одной. Моя сестра, брату 12 лет, мачему 2 годика. Мама не работает. Юнусбек Евкуров отметил, что в письмах должны излагаться детские мечты, а взрослых призвал не воровать у малышей детство. На вопрос главы, что она сама хочет, девочка, от лица которой было написано письмо, не задумываясь, ответила: велосипед. Дед Мороз, я расписываюсь. Хорошо. Вот ребенушка велосипед. Ну а письмо о проблеме в семье, ну направьте уже по адресу вверх. Было много желающих рассказать стихотворение, хоть и не у всех получалось. Ага, не солнце ты? Так. Понял. А? Дальше. Вы про что хотите? Прочитав все письма и раздав детям подарки, глава предложил объявить конкурс на лучшее письмо. Оно должно быть написано от руки самим малышом и быть интересно оформлено. К победителю Дед Мороз сам приедет на дом с подарком. Мы с ним вместе прочитали письма маленьких жителей республики, и я надеюсь, что в ответе на эти письма мы с главой республики и главный Дедушка Мороз республики постарается ответить всем и постарается исполнить их желания. Также Юнусбек Евкуров отметил, что Дед Мороз еженедельно должен принимать детей, ведь в память о новогодних праздниках у малышей должны остаться не только подарки, но и радостные эмоции. Я рассказала им стихотворение, они мне подарили подарку, самую лучшую подарку. Резиденция Деда Мороза открыта ежедневно с 9 до 18 часов. Письмо можно бросить в ящик под елкой. Дед Мороз принимает детские послания 2 раза в неделю. Продлится акция до 29 декабря. Хава Султыгова, Сурхо Кусеев, Новости 24.